Близится время совершения одного из 5 столпов ислама – хаджа. Уже скоро миллионы мусульман со всего мира устремятся к главным святыням Мекки и Медины. Комитет по хаджу активно ведет работу по приему документов. Напомню, в этом году для Ингушетии выделена квота на 1400 человек. Прием документов будет вестись только до 10 июня. Репортаж Заремы Евлоевой. В свои 84 года Дауд Накастоев готов начать жизнь с чистого листа. Дедушка впервые совершает хадж и надеется, что Всевышний примет его старания и очистит от всех грехов. Документы собраны, поездка оплачена, остается только пройти вакцинацию и ждать заветного дня вылета. Если одни в этом офисе смеются как дети, то в глазах других будущих хаджи блестят слезы счастья. Хаджат Мархиеву в святые места отправляет сын. Женщина такому подарку безмерно рада. Сын мне хотел, чтобы я туда поехала, что получше, что я сделала. Очень приятно туда, чтобы поехать, посмотреть, чтобы свое сделать. Уже 62 года, я еще не знаю, поеду или больше или не поеду. Это еще неизвестно. Поездка в святые места ингушским паломникам обойдется в $3100. Оплату необходимо производить в Россельхозбанке. В эту сумму входит перелет туда и обратно, проживание и транспортное обслуживание внутри страны. За то, чтобы у паломников были все необходимые условия для совершения такой важной поездки, отвечает коллектив комитета по хаджу, представители которого заранее отправляются в королевство Саудовская Аравия. В обязанности группы хадж-миссии входит подготовка гостиницы, там полностью подсчет гостиничных номеров, организация трансфера паломников из аэропорта в гостиницу, с гостиницы потом дальше из Медины дальше в Мекку, а там уже в Мекке Мина, Арафа, Муздалифа, ну и так далее. В этом году саудовская сторона ввела некие изменения. Чтобы пересечь границы Арабских Эмиратов, специально были введены электронные визы для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки. Кроме того, в целях безопасности паломников не позднее, чем за 10 дней до отправки в комитет по хаджу нужно предоставить свидетельство о вакцинации против таких смертельно опасных заболеваний, как менингит и дифтерия. Ну и самое главное – морально настроиться на нужный лад. Офис Мантура переехал и теперь находится по адресу проспект Базоркина, 57. Прием документов продлится до 10 июня. Зарема Евлоева, Михаил Тангиев, Адам Далаков. Новости 24.